Продолжаем выпуск. В Таджикистане властями принято беспрецедентное решение уволить с государственной службы в течение 3 дней всех пенсионеров, военных и инвалидов, получающих пенсии. Правозащитные и общественные организации страны уже назвали данный документ дискриминационным и призвали власти отменить его. Распоряжение было подготовлено помощником президента по кадровым вопросам Асадуллой Рахмоновым и завизировано главой Госагентства социального страхования и пенсий при правительстве Сафарали Наджмуддиновым. С этого момента в республике начались массовые увольнения не только пенсионеров, но и инвалидов. Сайт Азия Плюс отмечает, что люди начали отказываться от инвалидности только чтобы сохранить работу, тем более в условиях кризиса. Отделы кадров нарушают как Трудовой кодекс, так и Конституцию страны, прямо указывая в качестве причины увольнения имеющуюся инвалидность. Правозащитники просят президента отменить дискриминирующее решение, в противном случае они намерены обратиться в суд. Чем же не угодили республике работающие инвалиды и пенсионеры? Пока закона нету, все делается на основании закона, а не распоряжений. Распоряжение это еще не закон, это подзаконный акт. Но я свое принципиальное отношение к этому вопросу скажу. Пенсионеры работают не за то, что они очень хотят работать. Дело в том, что на этой скудной пенсии жить невозможно. Оплачивать коммунальные услуги, электроэнергию, которые тарифы растут, как дрожжи, понимаете, это невозможно, и люди вынуждены жить. Молодых кадров туда поставят, они что будут делать? Особенно почти половина сельских школ, они в основном укомплектованы персоналом советского периода, понимаете, которые имеют, это женщины, это и мужчины. На ком их заменят, я вот не знаю. Тем временем сегодня военный суд Таджикистана должен вынести решение по иску Шахбола Мирзоева, который стал парализованным инвалидом из-за дедовщины в армии. Избивший его до полусмерти Усмой Гайратов получил 9 лет колонии, 2 из которых суд ему немедленно амнистировал. Шахбол Мирзоев, который вот уже почти 1,5 года как находится в больнице, требует от Главного управления пограничных войск Госагентства нацбезопасности Таджикистана более 15 тысяч долларов возмещения материального вреда и более 25 тысяч морального. Представитель пограничных войск заявляет, что ведомство выполнило все свои обязательства, оказав помощь на сумму около $1500 долларов, и никаких компенсаций более выплачивать не намерен.